شيشان بلادنا ونحن رجالها ونحن رجالها لا تحزني شيشاني إني أنا قادم. Земля отцов, с чего, скажи, начать? С чего начать? Опять скрываю рану. Душа от боли устает кричать, но не могу молчать, я и не стану. Мой отчий край уже в который раз в твоем пути по огненному кругу. Ты был фатально, как и весь Кавказ, судьбою и оболган, и поруган. 44-й предпобедный год, и ждет фашизм суровая расплата. А здесь в горах детей и стариков поставили под дуло автоматов. Так Родина коварства не тая им уделила жизнь и смерть в опале. А братья их, отцы и сыновья сражались за нее и умирали. 13 долгих лет мы шли во тьму по выжженным и вымершим дорогам, и выжили наперекор всему, и обрели себя по воле Бога. Нас убивали день за днем в веках, огнем и сталью, голодом и пулей, надежду в детях, мудрость в стариках. Но мы из ада этого вернулись, вернулись, потому что проросли сквозь глыбы бед, как травой через камень, и сохранили для родной земли любовь, мятежный дух и сердце пламень. И пусть тяжел забвения свинец над прахом тех, кто умер на чужбине, для них из наших пламенных сердец зажжем костер бессмертия отныне. И этой горькой памяти верны крепит отчизну будем год от года. И помнить это мы всегда должны, уж слишком стоит дорого свобода. Свобода. Отец Ризвана Абдурахман Дуриев, старейшина села, он пережил Хайбах, хоронил сожженных в конюшне земляков, отбыл ссылку, вернулся и основал в Самашках новый дом. Его школьный друг Амин Бунхоев поселился на соседней улице. Биографии стариков схожи, словно написаны под копирку. Кроме одного момента, Дуриевы в апреле 92-го года уехали из села, а Бунхоевы остались. Российские солдаты, ворвавшиеся в дом Амина, сожгли из огнемета на глазах старика жену и двух его дочерей, одна из которых была беременна. Нас бомбили 3 дня подряд, а потом заходили каждому во двор и сжигали. Перед моими глазами сожгли всю мою семью. Меня не подпускали к дому. Сказали: смотри, гад, и запомни, со всеми будет так. Сожгли жену с 2 дочерьми, брата и его жену. Остались только сожженные кости. И те сердца, что пулями пробиты, в горах сверкают пламенным огнем. И пусть кому-то быть из нас убитым, нет никому из нас не быть рабом. С нами Аллах.
Весь мир следит за нами. Христиане, мусульмане молятся за нашу правду и веру. Господь накажет зверства, учиненные на нашей земле. Мы верим в нашу победу. Надо остановить этих животных, пока не поздно. Забрать оружие. Тюрьма племен, империя палач. Последний Рим убийственный, хищный. Он сеет злобу, порождая плач. И мы ему предъявим счет давнишний. Нет тайны в том, что захотелось им покончить навсегда со злым чеченом. И вот сцепился подлый Третий Рим с кавказским непокорным Карфагеном, с кавказским непокорным Карфагеном. Высокомерно так Чечню назвал глумливый тип с картавящей ухмылкой. Им не угоден был и генерал с натурой храброй, дерзновенной пылкой. Пускай тогда чеченский Ганнибал, который воли Рима не послушен. Сейчас вертушки окажут помощь. 8-му вертушки окажут помощь. Я радиоприем. Я уже 30 часов в окружении. А для меня какой-нибудь вариантик есть у вас, а? Вы с минуты на минуту ждите помощи. 14 минуты на минуту. Я радиоприем. По нашим расчетам помощь должна подойти в ближайшее время. Я радиоприем. Спасибо, родной ты мой. У меня уже 9 200-х, 300-х тут немерено. Я все жду. Раз уже пришли, помогли, тоже нет назад. При въезде в город вы прочитать могли. Вас тут добро пожаловать всем в ад. Начав обстрел, вы двинулись вперед. Со всех сторон вы с техникой вошли. Хотели в Грозном встретить Новый год. Приказ министра об этом получив. Ох, эта ночка, ох, этот Новый год. Вам никогда его не позабыть. Аллах Акбар, и бьет гранатомет. Горели танки, а в них горели вы. Ох, эта ночка, ох, этот Новый год. Вам никогда его не позабыть. Значит, надо дать этим храбрым людям, надо сказать, это совершенно точно храбрым, жестоким людям их независимость. Они ее заслужили больше, чем любые прибалты, больше, чем любое другое государство. Они ее у нас зубами вырывают, и ради этого поколениями идут в землю. Они не успокоятся. В этой войне погибли такие семьи, сидят от танков. Такие семьи совершают такие подвиги, которые даже сейчас моему разуму не подвластны. Здравствует героический чеченский народ, который любит свободу и независимость ни от кого, кроме великого Аллаха. Аллаху Акбар!